Маунтин-Сити – крошечный городок в штате Теннесси, где все друг друга знают, а редкие происшествия быстро становятся темой для разговоров. Здесь редко случается что-то выбивающееся из привычного ритма жизни. Но одна история потрясла это место до основания. Она началась с семьи, которая оказалась обычной, если не сказать примерной. Однако за фасадом заботы и любви годами накапливалось то, что в конечном итоге вырвалось наружу самым разрушительным образом. Никто не мог представить, на что способна казавшаяся безобидной девушка из соседнего дома, пока не стало слишком поздно. Жанель Поттер родилась 17 января 1982 года в одном из пригородов Филадельфии, штат Пенсильвания. Она была младшей из двух дочерей в семье Марвина и Барбары Поттер. Отец раньше служил в морской пехоте, а мать работала секретарем в частной торговой компании. Семья жила обычной жизнью, но методы воспитания в доме Поттеров с самого начала заложили основу для будущих проблем. Старшая дочь Кристина была на 6 лет старше Жанель. Отношения между сестрами были напряженными, и причины этого во многом заключались в том, как родители выстраивали взаимодействие с каждой из них. Жанель родилась недоношенной, у нее с младенчества были проблемы со здоровьем, и родители стали относиться к ней с чрезмерной заботой. Они полностью сосредоточили внимание на младшей дочери, опекали ее на каждом шагу и позволяли ей практически все. Ее не только не наказывали, но и старались сделать так, чтобы она всегда чувствовала себя комфортно и счастливо. Кристина с раннего возраста была вынуждена помогать родителям ухаживать за сестрой, выполнять ее просьбы и терпеть ее капризы. Родители ожидали, что она будет послушной, и всячески поощряли такую модель поведения. Когда Кристина начала высказывать недовольство тем, что все ее время уходит на заботу о сестре, родители реагировали негативно, ее за это ругали и наказывали. Со временем Жанель стала центром семейной жизни. Родители хвалили ее, называли ласковыми прозвищами, окружали вниманием и внушали, что она особенная. При этом контроль за ее жизнью только усиливался. Ее старались оберегать от всего, что могло бы стать трудностью или источником стресса. Это привело к тому, что Жанель росла в изоляции от реального мира, без возможности учиться на собственных ошибках или принимать решения самостоятельно. Она не сталкивалась с последствиями своих поступков, так как за нее все решали взрослые. В то же время старшая дочь практически исчезла из поля зрения родителей. Кристина была на втором плане. Несмотря на то, что она хорошо училась, занималась спортом и добивалась успехов в танцах, ее старания игнорировались. Родители не проявляли интереса к ее жизни и воспринимали ее успехи как нечто само собой разумеющееся. Она чувствовала себя незаметной и ненужной в собственной семье. Таким образом, с самого детства в семье Поттеров сформировались четкие приоритеты. Младшая дочь получала все внимание, поддержку и заботу, а старшая была предоставлена сама себе. Это стало фундаментом для тех событий, которые впоследствии потрясли весь город. С раннего детства младшая дочь хорошо понимала, что занимает в семье особое положение. Она быстро ощутила, что к ней не применяются те же правила, что к другим, и стала проверять границы дозволенного. Оказалось, что этих границ для нее просто не существует. Жанель регулярно говорила неправду и не сталкивалась с последствиями. Если она что-то намеренно портила или ломала, то обвиняла в этом старшую сестру, и ее слова принимались за истину. Кристину наказывали, даже не пытаясь разобраться в ситуации. Когда Жанель исполнилось 10 лет, у нее диагностировали диабет. После этого и без того навязчивая забота со стороны родителей перешла все границы. Теперь они контролировали буквально каждый ее шаг. Главную роль в этом играла мать, Барбара. Отец в основном молча поддерживал все ее решения. Жанель не разрешали играть на улице, гулять одной или оставаться без присмотра даже ненадолго. С началом школы у девочки начались проблемы с учебой. Она не понимала материал, не старалась и вела себя пассивно. Учителя считали ее ленивой и невнимательной. Родители отказывались это признавать и все списывали на ее здоровье и несправедливое отношение со стороны педагогов. За плохие оценки ее никто не ругал. В семье считалось, что учеба – это не главное.
С одноклассниками отношения у Жанель тоже не складывались. Она часто конфликтовала, врала, жаловалась, провоцировала неприятности и потом перекладывала вину на других. Родители регулярно приходили в школу, скандалили с учителями и требовали особого отношения к дочери. Они были уверены, что она заслуживает особого подхода и что виноваты всегда другие. Большинство учителей считали Жанель трудным и крайне избалованным ребенком. Некоторые даже настаивали на ее отстранении или исключение из школы из-за частых истерик и срывов. Но родители игнорировали все предупреждения. Для них дочь была идеальной, а виноваты все вокруг. Старшая сестра Кристина закончила школу с отличием, поступила в престижный колледж и параллельно устроилась на работу, чтобы съехать от родителей и не зависеть от них. Родители не обращали внимания на ее успехи. Вся их энергия уходила на заботу о младшей дочери. Кристине надоело, что ее постоянно делают виноватой, и после переезда она почти перестала общаться с семьей. Жанель со временем становилась все более замкнутой и конфликтной. Она не умела нормально общаться, вела себя эгоистично, была раздражительной и вспыльчивой. Почти везде она появлялась с матерью, которая при любом удобном случае вступала в споры и отстаивала интересы дочери. Семья Поттеров вызывала у окружающих раздражение, их считали странными. Кто-то сочувствовал Жанель, полагая, что мать навредила ей своей излишней опекой. Большинство же просто старались держаться подальше, чтобы не иметь с ними дел. Жанель окончила школу с низкими оценками, о дальнейшей учебе даже не шло речи. Барбара сказала ей, что можно вообще никуда не поступать и не искать работу. Родители обеспечат все необходимое. Жанель это полностью устраивала. Она целыми днями сидела перед телевизором или за компьютером, и никто ее в этом не ограничивал. Даже во взрослом возрасте родители продолжали держать ее под полным контролем. Она не водила машину, не встречалась с друзьями, не ходила на свидания и вообще почти ни с кем не общалась. У нее не было опыта принятия решений. Ее всегда вели за руку и говорили, как поступать. Она не понимала, как устроена обычная жизнь, и не представляла себе, что за любое действие могут быть последствия. Барбара и Марвин объясняли все заботы и болезни дочери, но сама Жанель тоже ничего менять не хотела. Ее все устраивало, от нее ничего не требовали, за нее все делали, и она привыкла к этому. Родители постоянно хвалили ее и защищали от любых претензий. В 2006 году семья переехала в Маунтин-Сити, небольшой город в Теннесси с населением чуть больше 3000 человек. Это было тихое и спокойное место, где люди знали друг друга и старались жить мирно. Город казался идеальным для размеренной жизни. Поттеры купили аккуратный дом в спокойном районе. Новые соседи отнеслись к ним с интересом, приходили знакомиться, предлагали помощь, старались наладить контакт. Всем было любопытно, кто эти новые люди. Сначала все шло спокойно. Барбара довольно быстро познакомилась с соседями, даже подружилась с несколькими из них. Однако со временем окружающие начали замечать странности в поведении всей семьи. На первый взгляд взрослая дочь казалась воспитанной, приветливой, пусть и немного замкнутой. Но если кто-то позволял себе не согласиться с ее мнением или сделать ей замечание, она сразу переходила на крик или закатывала истерику. Мать моментально становилась на ее сторону и защищала, даже не вникая в суть конфликта. Отец Марвин часто бывал в местных барах и кафе, где много пил и охотно делился байками о своей службе в армии. Рассказы звучали ярко и героически, но вскоре стало понятно, что многое из этого он выдумывает или сильно преувеличивает. Несмотря на это, к нему относились доброжелательно и стали звать местным рассказчиком. Жанель тоже пыталась завести друзей, но не знала, как общаться с людьми. Тогда она решила привлечь внимание по-другому. Стала жаловаться на плохое здоровье. Она рассказывала, что тяжело больна, упоминала разные серьезные заболевания, в том числе рак, и утверждала, что врачи дают ей совсем немного времени. Люди сочувствовали, так как не верилось, что можно придумать подобное. Но со временем истории начали меняться. Жанель придумывала все новые болезни, и стало очевидно, что она просто врет. Когда соцсети стали популярными, Жанель завела себе аккаунты на нескольких платформах. Она почти не выходила из дома и проводила в интернете по много часов в день. Это стало для нее главным способом общаться с внешним миром. В онлайне она чувствовала себя увереннее и начала строить там свою выдуманную жизнь.
Жанель заполнила страницы фальшивыми фактами, приписывала себе интересные хобби, вымышленные успехи, рассказывала о насыщенной жизни. Она находила в интернете фотографии с вечеринок, концертов, мероприятий и выкладывала их у себя, специально выбирая такие снимки, где сложно разобрать лица. Фото она редактировала, добавляла к ним подписи, описывала якобы произошедшие события, иногда писала длинные посты о несуществующих вечерах, которые выглядели достоверно. Постепенно у Жанель появилось много подписчиков, особенно среди тех, кто не знал ее лично. Им казалось, что она живет активной жизнью, путешествует, веселится, окружена друзьями. Она отправляла сотни заявок в друзья, и скоро у нее накопилось несколько тысяч подписчиков. Ее посты активно лайкали, комментировали, хвалили. Все это доставляло ей удовольствие. В какой-то момент она поняла, что в этой вымышленной картинке не хватает только одного – любовной истории. Тогда она завела еще один аккаунт, на этот раз от имени мужчины. Схема была та же. Она находила фотографии в интернете, редактировала и публиковала. Этот фейковый профиль стал как бы ее парнем. Она выкладывала от его имени посты, отправляла себе комплименты и открытки, оставляла комментарии от его лица. Многие верили, что у нее действительно есть внимательный и романтичный молодой человек. Некоторые даже писали в комментариях, как ей повезло с таким парнем. Кроме обычных соцсетей, Жанель зарегистрировалась в местном онлайн-чате, который работал по принципу форума. Там жители города обсуждали городские новости, делились мнениями, писали анонимно или под псевдонимами. Поттер туда иногда заходила, но почти ничего не писала. Эта площадка была ей менее интересна. Там она не могла придумывать о себе небылицы, ведь местные знали, кто она такая, и в реальности она не производила того впечатления, что создавала онлайн. Жанель было уже около 30, когда в ее жизни впервые появилась настоящая подруга. Ее звали Трейси Гриммел. Она родилась в Маунтин-Сити, работала в аптеке, была умной и приятной в общении. Благодаря этой дружбе Жанель начала хотя бы немного выходить в люди. Они вместе ходили по магазинам, гуляли в парке, сидели в кафе и каждый день разговаривали по телефону. Родители Жанель не возражали против этой дружбы и даже были рады тому, что у их дочери появилась подруга. Трейси часто бывала в доме Поттеров, и семья ее охотно принимала. Жанель нравилось это общение, ей впервые не нужно было вызывать жалость или что-то придумывать, чтобы получить внимание. Трейси вскоре начала знакомить Жанель со своими друзьями и родственниками. Общение перестало ограничиваться их компанией вдвоем. Теперь они часто собирались группой. Среди новых знакомых был и сводный брат Трейси, Билли Пейн. Он был молодым, образованным, внешне привлекательным и обладал легким характером. Благодаря отличному чувству юмора он быстро становился центром внимания в любой компании. Жанель сильно увлеклась им. Впервые в жизни ей действительно кто-то понравился, но Билли не отвечал ей взаимностью. Она не умела флиртовать или вести себя непринужденно, а потому вела себя навязчиво, требовала внимания и, когда не получала его, начинала злиться и реагировала крайне эмоционально. Такое поведение его оттолкнуло. Он посчитал подругу своей сестры странной и стал избегать общения с ней. Жанель стала навязчиво преследовать Билли, писала ему личные сообщения, постоянно находилась там, где бывал он. Через 1,5 месяца после знакомства он официально заявил, что встречается с девушкой по имени Белла Джин и представил ее своим друзьям как свою пару. С этого момента он почти полностью перестал появляться в прежней компании, проводя все свободное время с Беллой. Жанель же не могла смириться с тем, что он выбрал не ее, и начала вести себя как капризный подросток, которому не дали то, что он хотел. Она требовала от Трейси вмешаться и поссорить брата с новой девушкой. Та отказалась, что привело к ссоре между подругами. Позже по городу начали ходить слухи о возможной свадьбе Билли и Беллы. Все обсуждали, насколько они подходят друг другу. Местные жители активно делились мнением даже в городском чате. Большинство искренне радовались за них. Все, кроме Жанель. Она восприняла это как личную потерю и начала вынашивать планы мести.
Позже Жанель помирилась с Трейси и попросила ее помочь с личной жизнью. Та согласилась и познакомила ее со своим кузеном Джейми Курдом. Ему было около 30, он работал программистом и жил неподалеку. Несмотря на свой возраст, он был неловким в общении, немного странным и не пользовался популярностью у женщин. На первый взгляд, они с Жанель могли бы подойти друг к другу, но у нее были совсем другие цели. Жанель не собиралась строить с Джейми серьезные отношения. Вместо этого она пошла на хитрость. Она несколько раз приглашала его домой, якобы чтобы он помог с компьютером. При этом каждый раз говорила родителям, что он отличный специалист, без которого ей не обойтись. Вскоре Барбара и Марвин пригласили Джейми остаться на обед, а после этого он стал часто бывать у них в доме. Спустя некоторое время Жанель призналась матери, что ей нравится Джейми, и после одобрения родителей объявила, что они теперь пара. С этого момента они начали везде появляться вместе. На самом деле она не испытывала к нему настоящих чувств, просто надеялась, что это вызовет ревность у Билли. Она специально пришла с Джейми на семейный ужин в дом Трейси, надеясь показать себя с новой стороны. Но все пошло не по плану. Во время ужина Билли неожиданно сообщил, что они с Беллой собираются пожениться. Более того, Белла уже ждала ребенка, и они не хотели откладывать свадьбу. Для Жанель это стало ударом. Все ее фантазии и надежды рухнули, и вместо этого в голове начал формироваться злопамятный и разрушительный сценарий. Спустя несколько дней в городском чате начали распространяться оскорбительные слухи о Белли. Кто-то писал, что она якобы вела распущенный образ жизни, имела множество связей, лечилась от венерических заболеваний, а теперь решила поймать в своей сети Билли, воспользовавшись беременностью, хотя на самом деле, по словам анонимного автора, это даже не его ребенок. Разумеется, все это не имело ничего общего с реальностью, но в небольшом городе подобные сплетни быстро разлетаются. Кто-то продолжал регулярно поднимать эту тему, не давая ей затухнуть. Начались оскорбления, обвинения и враждебные комментарии в адрес Беллы. Билли, несмотря на весь шум вокруг, не поверил ни одному слову. Он продолжал поддерживать Беллу и пытался защищать ее от травли. Когда стало ясно, что дискуссии в интернете бесполезны, пара обратилась в полицию и подала заявление о клевете и преследовании. Тогда они еще не знали, кто именно стоял за всей этой атакой. Хотя участники городского чата оставляли сообщения под вымышленными именами, полиции не составило труда установить, кто стоит за оскорбительными публикациями. После того, как выяснилось, что за распространением лжи о Белле стояла Жанель, Билли и его девушка подали заявление и добились судебного запрета, запрещающего Поттер приближаться к ним и выходить на контакт. Но на этом дело не закончилось, все только начиналось. Жанель создала несколько поддельных аккаунтов в соцсетях, с которых стала отправлять себе сообщения с угрозами. Затем она показала их родителям и сказала, что боится за свою жизнь, потому что Билли и Белла якобы собираются ее убить. Родители поверили дочери без раздумий и обратились с этим в полицию. Однако в ходе проверки выяснилось, что все угрозы были написаны самой Жанель. Несмотря на это, мать с отцом продолжали верить в ее версию и игнорировали выводы следователей. Противостояние между Жанель и парой, на которой она затаила обиду, перешло в затяжной конфликт. Каждый случайный контакт на улице заканчивался скандалом, оскорблениями и взаимными обвинениями. Все стороны неоднократно обращались в полицию и требовали ввести ограничения на общение. Так продолжалось почти год. Снаружи могло показаться, что напряжение сошло на нет. На деле Жанель просто сменила подход и решила отказаться от открытых конфликтов в пользу подготовки к более серьезным действиям. Примерно в это же время мать Жанель, Барбара, начала получать электронные письма от человека по имени Крис, который представился сотрудником ЦРУ. Он утверждал, что располагает информацией о якобы готовящемся убийстве Жанель, за которым стоят Билли и Белла. По его словам, у спецслужб пока нет оснований для ареста пары, но ситуация очень серьезная. Письма стали приходить не только Барбаре. Позже Крис начал писать и Марвину, и Джейми. Он уверял, что Жанель находится в смертельной опасности, и если не предпринять срочных мер, ее могут убить. Агент постоянно подчеркивал, что все должно остаться в тайне и что ждать помощи от полиции бессмысленно.
За несколько месяцев Крису удалось завоевать доверие родителей Жанель и ее бойфренда. Они регулярно переписывались и обсуждали, как спасти девушку. Позже агент сообщил, что пара якобы ищет наемника, чтобы расправиться с Жанель, и действовать нужно немедленно. Он прислал инструкцию, в которой подробно описал, что именно нужно сделать. Утром 31 января 2012 года Марвин и Джейми приехали к дому, где жили Билли и Белла, а также их 8-месячный сын Тайлер. Семья еще спала. Мужчины проникли внутрь через окно на первом этаже и направились в спальню. У Марвина был с собой пистолет. Он подошел к кровати и выстрелил Билли в голову с близкого расстояния. Тот умер на месте. От звука выстрела проснулась Белла. Не понимая, что происходит, она побежала в детскую, чтобы защитить ребенка, но нападавшие пошли за ней. Она успела взять сына на руки, но ей дважды выстрелили в спину. Девушка погибла на месте. Ребенок, к счастью, не пострадал. После преступления мужчины спешно покинули дом. Соседи, услышав выстрелы, вызвали полицию. Правоохранители приехали быстро и обнаружили страшную сцену. В одной комнате тело мужчины с пулевым ранением в голову, в другой – маленький ребенок, сидящий рядом с телом матери в крови. Первичные улики сразу привели полицию к Поттерам. Учитывая давний и открытый конфликт между семьями, правоохранители быстро сосредоточились на них. Сначала Барбара и Марвин отрицали любую причастность, но после допроса рассказали о письмах агента и своем участии. Они упомянули и Джейми, который, по их словам, помогал защищать Жанель. Техническая проверка IP-адресов показала, что письма от агента ЦРУ были отправлены с компьютера, находившегося прямо в доме Поттеров. Отправителем оказалась сама Жанель. Ее история рухнула, когда вскрылись технические доказательства. Несмотря на это, она продолжала настаивать на своей версии, но уже никто ей не верил. Все четверо были задержаны. Джейми согласился на сделку со следствием и подробно рассказал о том, как происходило убийство. Он утверждал, что искренне верил в то, что спасает Жанель, и не знал, что агент Крис – вымышленный персонаж. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Марвина Поттера признали виновным в двойном преступлении и приговорили к 2 пожизненным срокам, без права на УДО. Барбару осудили за пособничество и сокрытие преступления. Ее также приговорили к пожизненному заключению. Главную преступницу Жанель, которая была уверена в своей безнаказанности и считала, что ей удалось обвести всех вокруг пальца, также отправили в тюрьму до конца ее дней. Она заранее спланировала двойное преступление и решила подставить самых близких людей, которые безгранично ей верили. Спасибо за просмотр. Рекомендую посмотреть также и другие, не менее шокирующие истории на моем канале. И не забывайте подписываться. До скорых встреч!